нас памятник Бекетова. Мы планируем пойти за Зеленым луком, но там Зеленый лук вообще жестко подтопило, но это народу не мешает, и они прям босиком идут. Кто-то на велике, кто-то на машине. Мы можем, в принципе, обойти это. Это еще, девочки, не жестко. Бывает прям весь лук под водой. Вот, и я планирую все-таки туда поехать. Вон Нюра едет. Хе-хе. Нюра на велике. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Сейчас мы едем, получается, за Зеленым луком. Ну как едем? Кто-то едет, а кто-то пешком. Привет! Привет, да. Мы не виделись, да. На 8 марта, кажется. Красота. Город очень активный. Так, ну все, сейчас идем покорять воды Зеленого луга, точнее. Вот. Красота. Сейчас можем бабушку спросить с водой. Так, вот, в принципе, для меня никогда не было сложным перейти в воду. По коленке вполне, в принципе, можно. По другой стороне пойдем. Нет, вот так вот, если идти, это же коса. Вот так пойти, где велики они оставили. Мне кажется, там можно. Нет, вот здесь надо идти. Да, вот спокойненько. Подождите, пока не разувайте. Да, получается? Да. Угу. Вот спасибо добрым людям на крузаке. Вот с Надей Поэтому, как нас... Да. Да. Я вообще не ориентируюсь, где мы идем, что? Надя учительница, типа, вот сюда направо, вот сюда налево. Да, мы еще видели коней там, таких опасных, где? Типа, знаешь, Настя, вот так как можешь выставить пальцы. Вообще целое поле ветрениц. Обратите внимание, какие-то цветочки. Вот они. Сейчас у всех в соцсетях пестрят вот эти фотографии с ветреницами. Вот они. Как снимается контент. Ой, вообще Зеленый луг — это легкие города. Легкие города. Хоть бы его не застроили. Вот буквально здесь, не знаю, в 2 минутах, да? В 2 минутах от центра города. Такая красота. Теперь попробуй твою ладонь убрать чуть-чуть, чтобы глазки подвод. Тёша. И вот перед тобой. Во-во-во. У нас в Якутске в мае цветут подснежники, а вот как раз в июне у нас цветут вот эти ветреницы на родине. Наверное, есть какое-то другое название этих цветов. Если знаете, пожалуйста, напишите в комментарии, как называете эти цветочки. Это так и называется в Вот. Это как сакура в Японии. Время короткое, короче, цветение, да? Ой, какая красота. Вот люди рыбачат. Вот, и смотри, это получается для того, чтобы разговаривать. У тебя есть еще конфетки? Да, я сейчас дам тебе. Давайте чай попьем, может? Да, давайте. Давай, что? Вот мы остановились отдохнуть, чай попить на привал. Вот. Лук не собрали, но собрали мусор. Вот. Сейчас мы возвращаемся обратно. Лук здесь подтопило, и мы думаем, как переплавиться. Скорее всего, будем снимать и босиком. Там, в принципе, не глубоко. Но все равно
О, водичка такая. Хотелось бы, конечно, сухо переходить. Мотя предлагает на спинке. Вот пошел по этому, да? Да, да. Вот надо было вот там идти, по той стороне там меньше. Как машина поехала? Да, короче, вот так надо вот идти. Мы дошли. Ура! Все, посадили ее. Наконец, посадили, слава богу. Вообще четко. Идем. Так вот. С птичкой. Вообще. Вот так. Такая холодненькая. Ну, вроде свежо. Ну, вообще прикольно, да? Як же нас сняла? И рядом с городом. У нас в Якутии добрые люди, да? Да, вот мы пришли брод с девочками вот этот вот. Оттуда вошли, вон вообще оттуда вот сюда. Где-то по колено было. Вода такая прохладненькая, если честно. Ну, вообще классно. Нормально, так, когда привыкаешь. Ну, свежо, да, свежо. Юру забрали на машине. Это очень хорошо. Это вип. Да. Мы мусор выбросили, идем. Брод перешли, столько эмоций, девочки говорят, за всего пару часов, да? Да. И еще в 2 минутах от города, да? Старый город, Преображенская церковь, улица Чернышевского. Такая небольшая экскурсия. Красота. С девчулями чили на проспекте Ленина. Взяли перфетто горячий шоколад и отдыхаем. Какая красота в городе. Не приезжай, понятное дело, все равно расстояние. Но все равно чук-чук идем, переходит там. Жеребят. На зеленый свет, да? Их много. Еще там идут. Чукурошки. Знают, да, куда идти? Понастроили здесь, да? Говорят. Девочки. Не берите теперь, да? Это нас везет. А так бы мы на автобусе ехали бы. Да, я сижу, думаю, блин, как хорошо, что Вася нас повез. А автобус он где останавливается? Он вот это прямо на Радуге останавливается. Остановка, да? Да, ну на Покровском. А потом мы идем пешком вон там, до сопок. Интересно, сейчас яблони уже все отцвело. Цветет еще, по-моему. Да. После контрагмента эти некоторые же упали, а некоторые только начали. Комариков очень много. Мы пришли на Радугу. Сейчас будем пешку делать, подниматься. Комаров пресс. Здесь комаров намного меньше. Поднялась на самое более продуваемое место. Красота. Все зелено. Вообще. Вообще классно, мне очень нравится. Это твой первый маршрут здесь? Да. Мы же всегда на Багицкой посадили. Я тоже вам портретки сделала. Мне не надо фоткать. Да. Нет, очень красиво было. Чё, как вы?
смотрит это. Пожароопасные эти. Сезон же. Нас видит, наверное, да? Мне вот тоже интересно. Качель уже ненадежно стоит. Опасненько так кататься на ней, шатается очень сильно. При отсутствии, короче, каких-то материалов, тогда первые Дают, да? ага. Прежде чем это Это что за цветочки? Покажи. полевые. Beautiful flowers. Давай здесь где-нибудь на этом фоне. А в косу можно шиповник. Ну, это потом. Вообще красота. Комаров вообще пресс, поэтому пришлось вот одеться. Такое болото. Девчули одели пакеты на ноги. Будем надеяться, что они им помогут остаться сухими. Вот. Нам надо пойти на тусовку. Но здесь вообще брата, болото и вода. Мы с Нюрой вот в сапожках. И комаров очень много. Полочка пойдет? Давай. Переходим болото. Вот там, А если вот на палку наступить? Вот, нет, это я бросила. там глубоко, девчули. Идите по той части, где я шла. Там вот. Вот болото. Вот здесь правильно было у тебя до этого. Вон то. Нет, там глубоко. В другой. Да, вон там было хорошо. Короче, глубоко. Вон туда надо. Она еще всасывает в себя, короче, и не дает себе. Ну-ка. Тут главное не... Мои героини, вон. Мы вообще все героини. Да, мы все Я бы там вообще без сапогов, наверное, обматерила, наверное, все на свете. Ну, мы привыкли в этом, как его, на реке Синей было вообще до хера. Прямо мы кушали их. Прям в супе они. Настя, Да, я замедлилась. посмотри сюда. Медленно. Эльбях. Подожди. Все, да? А, там... Не пойди, пожалуйста. Люда, нам пиздец. Настя, ты плохо, что без палки пошла, ты же первая идешь. Я сразу, кажется, правее пошла к травам, нет? У меня вот шаги. А, да? Да. Ага. И потом правее или прямо по траве? Прямо по траве было вроде, да. Трава везде. Ну, Вот, все.
приехала, думала, будет халява, потом подумала, не получится Это прям совмещать. полноценная работа. Да. А им... Да я снимаю видео, нам пиздец. Блин, мы мост строим. У меня вопрос, а как мы его сделаем так? Это скинуть надо? Это надо с другой стороны, там уже где было. Прямо так. Мы на тебя надеемся. Давай. Раз, два. Отойди, чтобы я убежала. Она не допрыгнет, девочка. Че, давай. Да пофигу уже. Правильно прицелилась. Давайте ее вернем у хозяина. Ну пиздец. Жатай-Сити. Свой Саюри, видимо. Но вообще красота. Да, мы приехали в Жатай. Вообще абсолютно без ожиданий. Просто посетить этот город. Или поселок городского типа, да? Как называется? Ну вот едем прямо, там где-то будет улица Строда. Этот твой памятник, да, типа символ Жатая получается, да? Как сказать? Жатайская уличка. Ну, вообще классно. Вот мы у себя как бы живем и порой даже не знаем, да, что у нас такие поселки есть, да? Вот красота. Это действующий или нет? Ну, думаю, да. Действующие, скорее где они? всего. Это ледоколы или? Да, может быть, кстати. Где-то вот Я первый у раз моей слышу. сестры муж есть речник. Интересно. И вот он работает здесь где-то. Вот бы нам экскурсию здесь провели. Ну, у меня сестра, когда работала, блин, наверное, могла, но что-то я ее не просила. А сейчас она в Питере живет, а муж ее здесь работает. Он в Питере не смог, видимо, найти работу, а здесь. Смотрите, как мало места, да, чтобы им разворачиваться, как будто. Но... Как будто малюсенькая протока там что-то. Угу. Такие огромные. Николаевский после. У каждого свое имя. Это есть же вот еще. которые тоже вот для бестяха, которые вот маленькие. Угу. Так, Лена, мы приехали в Жатай. Какая красота! Мефодиевич. Такие имена, да, редкие? Мефодий, да? Ну, Бернардович, Мефодиевич. Минеев. Моргенштерн это вообще что-то с чем-то. Это не кому-то конкретно, это в целом. Ленским речникам, да? Ну да, памятник. В Жатае мы находимся, здесь такая красота. Скоро здесь, наверное, будет Жатайская судоверфь, а сейчас здесь вот Жатайский флот такой. Вообще красота. Странно, да, столько лет? Вон здесь прям вообще впритык. Смотрите, корабли стоят, такие огромные махины. Можно путешествовать по Якутии, открывать ее и открывать. Вот мы приехали в Жатай. Вообще красота. Давайте салфанемся. Наверное. Тогда он еще двигается же, да, получается?
А вы не ходили на этот пункт назначения? Нет, сегодня он начался? Да. Приехали, ждаем. Юра, давайте одну сниму на фоне Нет. лодки. Как тебе? Шатай. Какие смешнульки. Это гроза района, да? Это еще же или? Нет, они вообще не видели. Ты мне показала, спасибо. О, ты вообще в этот... Интересное видео будет. Вася меня наругает, что я туда тебя пустила. Да-да-да. Что ты хочешь делать? Ну так развеялись, да? Ну, Что-то увидели. да. Исследуем мой путь. От 20 июня будет у нас старт Якутск без наркотиков. И вот мы идем и, получается, смотрим, какой у нас будет трейл, какой будет маршрут. Я бегу 10 километров. Но место очень красивое, но такие горки прям мощные. Прям поработать здесь можно хорошо. После того, как набегаешь такие горки, уже плоскач будет нипочем. Здесь такая трасса, спуск идет, очень приятненько, и потом вниз. Здесь прям как в космосе, вообще красота. И потом вниз. Это как трасса. Ну, очень красиво, конечно. Онкозабег в городе Якутске. Первый благотворительный забег. Вообще мощь. Организация на уровне. Очень здорово. Медалька очень красивая. Сегодняшний забег состоялся благодаря поддержке людей и организаций, с которыми имеет безразличная судьба онкологических пациентов нашей республики. И сейчас мы хотим выразить благодарность спонсорам и нашим партнерам, без которых это доброе дело не стало бы. Объявляется благодарность коллективу общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество», региональному представителю Андрею Владимировичу Петрову. Представители Газпромбанка, вот они. Благодарность вручается исполнительному директору Федерации легкой атлетики Республики Саха-Якутия Василию Афанасьевичу Спиридонову.
ко мне, к ним. Благодарим магазин спортивного питания «Бодибит». В частности, Андрею Олеговичу Коркину. Я и Василий Степанович. И вновь сертификат на сумму 10 000 рублей достается счастливому обладателю номерочка. Итак, смотрим. Медаль есть, ура! Приехали самка марафона, очень понравилось. Организация вообще отличная, нам дали воду, нам дали печеньку, очень вкусную, протеиновую. Вот. Единственное, было очень жарко, а я одела штаны такие прям черные, теплые, как будто бы. Такую лонгслив одела длинный и вот бегала. Вот на забеге дали вот такую печенюшку протеиновую и водичку якутянку. У нее, по-моему, изменился этот эмблема, да? Вообще, или бренд другой, да? Очень стильно стало. Разрыв сухожилий было, травмирован, поэтому я еле-еле добежал пешком, можно сказать, за 4 часа, но все равно получилось. А там возврат не делает, когда не едешь, да? Бостонский, самый старый этот. Это берлинский. Вот здесь еще вот портрет Кипчоги есть. Знаете, да, Кипчоги? Это Нью-Йоркский. Еще приглашают? Или это как федерации? Нет, это какое-то взнос платишь. И когда вот это тебя выигрывает до 3. А сколько вам было лет, когда вы начали бегать? Ну, 45. Да, 16 года уже начали. Неделю один раз как бы мастер-класс я буду давать. Потому что все ну, вот эти секции, которые тренера. Носите с удовольствием, пусть закрывает вас от солнца во время пробежек легких.